Выставка мастеров прикладного искусства в селе Теле прошла сразу после завершения в Кызыле международной научно-практической конференции по возрождению прикладного искусства, ремесел и верований народов Саяно-Алтайского Нагорья. Мастера Алтайского края не просто гости на Байтайгинской земле. По сути, это представители детища, которому на свет помогли появиться именно кызылдакские мастера Дондук Тойбуха и Сергей Кача. С 80-х годов прошлого века, со времени знакомства, байтайгинские мастера помогают алтайским коллегам. И как итог такой дружбы создание Алтайского центра прикладного искусства. И таким образом мы вроде бы всеми знаменитыми мастерами мы слово сдержали. При нашей помощи там создан Алтайский центр прикладного искусства, село Купчеген, представители вот они. Даже маленькое, очень маленькое село, там огромное здание стоит, сами сделали своими деньгами, и мы назвали Алтайский центр прикладного искусства. Внизу, в первом этаже, все мастерские, молодежь там работает, а там, так как развит туризм, они на этом и зарабатывают, и на хлеб, и на хорошее существование, в общем. На выставке представлены работы алтайских мастеров прикладного искусства из кожи, глины, кости, дерева и латуни. Фигурки – это образ, взятый из алтайского эпоса. Изделия будто дышат, рассказывают свою историю. И люди с рождения считали, что на небе есть Бог Тенгери, и у него есть там территория, на этой территории живут все умершие предки. Чтобы туда попасть, ты должен здесь, на этой земле, ты не должен срамить своих предков. Самый позор – это когда ты срамишь своих предков, это как ты не должен там пьяный валяться, там, не должен это делать. А самый большой это когда ты во время боя убежишь. Умрешь, короче, без сабли или без ножа. Если на тебя придут 100 врагов, ты должен умереть, хоть одного там может убить, не можешь их не убить, и тебя убьют. Ты должен стоять. И ты сразу после смерти сразу улетаешь к предкам. Предки тебя там встретят, там праздник устроят, и ты будешь жить как в раю, как в Тенгри. Вот 30-головая великая мать-огонь из рога оленя. Ожерелье из клыков кабана свидетельствуют о могуществе его обладателя. Умай-Эне – алтайская хранительница очага из дерева. Образы взяты не только из эпоса, но и из пазырыкской и скифской культуры. Конная упряжь, изделия чеканки, уздечки, кухонная утварь, декоративные изделия – все выполнены вручную, а значит, в них есть частичка души мастера.